эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Вместе к победе Айсен Николаев посетил главный военный клинический госпиталь имени Бурденко в Москве, где навестил раненых бойцов СВО. Семья – это счастье. Подведены итоги года семьи в России. Расскажем, кто победил в номинациях. С чего начинается Родина? Более 100 студентов с общеобразовательных учреждений обсудили важные тенденции здорового образа жизни с экспертами. Предпраздничная ностальгия накрыла жителей Нерюнгринского района. Там подготовлена интересная программа для жителей и гостей. Битва взглядов состоялась накануне очередного и долгожданного турнира по профессиональному боксу «Вызов Севера». 14 спортсменов встретились лицом к лицу между собой. Путин назвал разработки в сфере искусственного интеллекта частью суверенитета России. Он подчеркнул, что алгоритмы ИИ должны быть достоверными, понятными и непредвзятыми, разрабатываться с учетом культурных национальных особенностей каждой цивилизации с ее историей, идентичностью и традициями. Президент призвал сделать Россию мировым лидером по масштабу применения искусственного интеллекта во всех сферах. Только за прошедший год эти технологии значительно преобразили облик целых отраслей. Нового поколения технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей развития, обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций. И чтобы успешно решать эти задачи, Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все, без исключения, сферы нашей жизни. Уверен, что серьезный импульс такому сотрудничеству придаст Международный альянс национальных ассоциаций и институтов развития в сфере искусственного интеллекта стран БРИКС. Айсен Николаев посетил главный военный клинический госпиталь имени Бурденко в Москве, где навестил раненых бойцов СВО, которые проходят лечение в разных отделениях данного медицинского учреждения. Военнослужащие из Якутии обратились к главе республики со своими личными просьбами. Выслушать каждого бойца и постараться помочь – такую задачу ставит глава перед штабами республиканской комиссии «Вместе к победе». Айсен Николаев встретился с Александром Федоровым из села Обязкёль Горного Улуса, который стал настоящим символом силы и стойкости. Его история тронула сердца многих россиян. Будучи тяжело раненым в ногу, он 17 дней провел в окопе. И чтобы выжить самостоятельно, ампутировал ногу с помощью ножа. Александр перенес 2 операции и сейчас идет на поправку. Подключить к крупным объектам генерации отдаленные районы республики невозможно, так как населенные пункты находятся на большом расстоянии. Поэтому было принято решение о строительстве новых объектов локальной энергетики на основе возобновляемых источников энергии. О их работе подробнее в следующем сюжете. Только в Якутии для обеспечения электроснабжением используют энергии ветра и солнца. Ветровые дизельные комплексы установлены в Булунском Улусе и поселке Тикси, а автоматизированные гибридные энергокомплексы охватывают остальные районы Якутии. Это объединение солнечной и дизельной электростанции с системой накопления электроэнергии. Благодаря мощному агрегату снижается нагрузка на дизели, а якутяне обеспечены надежным электроснабжением. Эти комплексы у нас все равно будут модернизироваться, так как у нас развитие идет постоянно. Система накопления электроэнергии у нас очень много разновидностей. Там применяются литий-ионные аккумуляторы. В последнее время начали применять литий-железофосфатные аккумуляторы, которые более экономичные, по стоимости они дешевле, чем литий-ионные. И в последующие годы, скорее всего, развитие в этом направлении будет. Объекты генерации более энергоэффективные и экономичные. В прошлом году сэкономлено 1802 тонны, а в этом году планируется еще 1850 тонн. Помимо этого запланирована модернизация 73 дизельных электростанций, 12 из которых уже запущены. Управлять энергокомплексом можно с помощью автоматизированной системы управления технологическими процессами. В зоне обслуживания Сахаэнерго мы доказали, что работоспособность солнечных панелей в период солнечной активности наиболее эффективна. Энергии хватает и на снижение нагрузки на дизель-генераторные установки,
и на обеспечение потребителей надежным электроснабжением. Самый большой объект находится в Момском улусе. Энергокомплекс вполне может обеспечить электроэнергией даже крупный населенный пункт. В целом в этом году введены 3 объекта в Алекминском улусе, 1 в Тампонском и еще 2 в Аймыконском районах. Даяна Федорова, Нюргун Старостин, Якутск. 100 миллионов яиц в год. В этом году якутская птицефабрика выполнила задачу, поставленную руководством республики по производству. За счет активного технического перевооружения производства объем производительности яиц за 6 лет вырос в 1,5 раза, и уровень самообеспеченности яйцами возрос от 44 до 65%. Ежедневно фабрика выпускает 340 тысяч куриных яиц. Продукт поступает в сортировочную линию. Каждое яйцо проверяется на трещины. Далее идет сортировка и калибровка по весу, а значит по сорту. Самая крупная птицефабрика на Вечной Мерзлоте с уникальным 55-летним опытом работы в экстремальных климатических условиях готовится к реализации планов на ближайшую пятилетку. На следующую пятилетку мы также разработали проект нашей стратегии, который вот на днях должен утвердить наш совет директоров. И за следующую пятилетку мы себе ставим задачу нарастить производство еще до 25%. И в целом в будущем мы видим, что очень есть рынок, востребованный рынок на мясное производство. И уже вот в перспективе этой пятилетки у нас в задачах разработать проекты по мясному производству. Ну а далее смотрите подборку самых интересных материалов наших коллег из Алекминского района. Всем доброго времени суток. Сегодня с вами Алекминский, Лена Фаст и Максим Копылов. А мы с вами сейчас на площади Победы. Все вот эти памятные сооружения были установлены здесь в 1973 году. Архитектор Иннокентий Слепцов. А в 1995 году на этой же площади были установлены памятные сырги. Понятно, что алекминчане связаны с этим местом большими историческими связями. Не так давно Алекминская городская администрация участвовала в конкурсе. К сожалению, в этапе республиканского конкурса формирования комфортной городской среды наша заявка не была одобрена, и поэтому мы сейчас подали заявку на участие в конкурсе Министерства финансов Республики по программе поддержки местных инициатив, или по-другому говорят, гражданских инициатив. Здесь мы планируем начать уже реализацию с установки мемориальных комплексов. Один большой комплекс – это где будут отображены фамилии, имена участников Великой Отечественной войны из всего Алекминского района, которые призывались. И второй мемориальный комплекс – это уже современные военные кампании, афганская, чеченская и специальная военная операция. Сейчас ждем, в конце декабря будут подведения итогов, где определится, прошли мы на финансирование или не прошли. Даже в случае, если мы не пройдем финансирование, будем за счет местного бюджета потихоньку уже начинать реализацию данного проекта. Что такое патриотическое воспитание? Об этом очень много говорят, об этом очень много спрашивают. Я думаю, нет, наверное, однозначного ответа на этот вопрос. Наверное, в первую очередь, это любовь к своей родине, любовь к своему городу, к своему селу, к своему дому, к своим близким. Мы вот, например, с класса мы сделали каркас для плетения сетей, и теперь эти сети плетет вся школа. И также мы всей школой участвовали в благотворительном концерте. Еще с класса мы делали новогодние игрушки мягкие в виде елочек, сердечек и шили подушки. Для чего это нужно? Ну, это вообще моральная и физическая поддержка солдатам нашим. Им будет приятно. Вот вы достаточно еще юные, да, школьники. Вы что-то можете сделать для того, чтобы победа была быстрее пришла? Да, мы можем поддержать морально, можем отправлять деньги на фронт, игрушки, подделки, сети, помогать военным. Сейчас здесь идет совещание, координационный совет движения первых. Мы сейчас потихонечку зайдем и обязательно расскажем вам, о чем там шла речь. Целью мы ставили проведение расширенного заседания Координационного совета с участием Совета первых, детского совета и Совета местного отделения, в который входят руководители детских, юношеских, молодежных объединений. То есть у нас это получилось. Мы приняли решение, что мы как минимум 2
заседания совместных 3 коллегиальных органов местного отделения движения первых будем проводить в 2025 году. То есть ежеквартально встречаться, может быть, не получится, но раз в полугодие однозначно оно того стоит, потому что зачастую мнения, предложения, инициативы самих ребят, они находят поддержки вот во время таких официальных заседаний. Ну, конечно, так как я являюсь юноармейцем, меня заинтересовало развитие зорницы в нашем районе, площадки, которую Сергей Евгеньевич предложил. Это очень интересная, перспективная идея. Я думаю, мы с Советом первых поработаем по этому направлению. Также тут говорилось о том, что вот, ребятам, возможно, придется помочь где-то оформлять через электронные носители уже, да, вот заявки. Как ты считаешь, это реально? Да, мы только за. У нас очень большая база активистов, которые, в принципе, и в культуре живописи очень развиты. Только ищут возможности. Мы всегда ищем, подыскиваем для них какие-то мероприятия, поэтому это очень отрадно такие предложения слышать. Закрытие международного передвижного фестиваля кино на службе Отечеству прошло в Якутске. На протяжении 3 дней режиссеры, поэты и музыканты проекта посещали кинотеатры и учебные заведения столицы республики для встречи и показов документальных фильмов о специальной военной операции. Кульминацией фестиваля стала премьера киноленты «Я иду домой», собравшая полный зал. На мероприятии присутствовал и сам режиссер фильма Владимир Лыткин. Он отметил отзывчивость местного зрителя и даже выразил намерение взяться за создание киноленты о героизме якутских воинов на передовой. Наверное, самый главный отзыв именно в Якутии – это а когда будет фильм про наших ребят, про якутян. Вот. И мы на самом деле с Министерством культуры об этом договариваемся. Сейчас, возможно, в будущем снимем фильм уже с вашими ребятами. И я думаю, он именно здесь, на этой земле, будет очень интересно. У вас особый менталитет, как говорят якуты, мало говорят, но больше делают. Вот. И видно по людям то, что им не безразлична эта тема. Вейпы, алкоголь, неправильное питание. Об этих и других проблемах современного общества говорили на акции «С чего начинается Родина». Более 100 студентов с общеобразовательных учреждений обсудили важные тенденции здорового образа жизни с экспертами. Продолжение темы в следующем материале. С чего начинается Родина? Со здоровья. Любовь к спорту, здоровому образу жизни – вот залог счастливого и успешного будущего. Студенты активно участвовали в обсуждении, делились своими мнениями и задавали вопросы экспертам, медикам, спортсменам и блогерам. Здоровый образ жизни – это, в принципе, актуальная и популярная тема, наверное, всегда. Потому что, употребление алкоголя и, в принципе, курение сигарет или электронных сигарет – в принципе, плохо, это же вредит здоровью, чем тот же самый спорт. Ты за него получаешь награды, достижения, ты становишься, возможно, даже лицом чего-то. Это намного лучше, чем сидеть дома и ничего не делать. А такие выезды способствуют, также сплочению коллектива в основном. И ты узнаешь очень много нового. То есть ты можешь познакомиться с абсолютно разными людьми, о которых ты мог даже не думать. Сам проект направлен на воспитание молодежи по разным направлениям. Интересы и уважение к ценностям духовной культуры, традициям и истории. Организаторы признали акцию успешной коммуникативной площадкой. В ходе мероприятия обсуждались не только вредные привычки, но и принципы правильного питания, основываясь на мастер-классах, проведенных в рамках акции. Мы понимаем, что именно только здоровое общество может построить сильную и могучую страну. И это тоже про патриотизм. Это впрямую касается патриотизма. Отозвалось много, пришло молодых людей, активные, задают вопросы, рассуждают. И, конечно же, только эксперт может правильно подчеркнуть и ответить на те вопросы, которые задают ребята вот именно по здоровому образу жизни. Акция стала примером эффективной коммуникации между поколениями, объединяя усилия и ресурсы в деле воспитания патриотизма и ценности здорового образа жизни, а также стала необходимостью постоянного диалога и работы со студентами, направленной на формирование здоровых жизненных привычек. Дарья Короленкова, Григорий Хлопков, Якутск. Семья – это счастье. Подведены итоги года семьи в России. В культурном центре имени Юрия Гагарина наградили отличившиеся семьи. Кто победил в номинациях, знает Вероника Таюрская.
В культурном центре имени Юрия Гагарина повсюду витал запах любви. Семьи со всей Якутии собрались с одной целью – узнать, кто стал победителем в различных номинациях. Уверенную победу в номинации «Молодая семья» одержала семья Владимировых из Нюрбинского района. До этого они стали фаворитами в народном голосовании на всероссийском конкурсе «Семья года-2024». Этот год семьи, да, для нас стал очень значимым, запоминающим. Скорее всего, мы этот год никогда не забудем. Мы были в Кремлевском дворце. Мне все очень понравилось. Он был очень большим, красивым, роскошным. Все понравилось. Очень рады, очень хорошее мероприятие. Все довольны. И, наверное, с наступающим годом всех якутян поздравляем. Еще одна династия, одержавшая победу на всероссийском конкурсе «Семья года-2024» и получившая номинацию «Кочевая семья» по итогам года – династия Соловьевых. Год проходит нормально и неожиданно, что так случилось, что выиграли, да, можно сказать, да, или стали победителями конкурса «Семья года», начиная с районного и кончая уже с всероссийского. В 2024 году были учреждены дополнительные пособия семьям, организованы единовременные выплаты молодежи в возрасте до 25 лет в размере 50 тысяч рублей и многое другое. Год прошел под знаком больших изменений, новых решений, особенно в части поддержки семей, многодетных семей. И, конечно же, большая, главная цель нашей страны – это семейные ценности, наши традиционные ценности, которые должны быть основой нашего государства. Это многодетные, многопоколенные семьи, трудовые династии. На сцене культурного центра имени Гагарина дипломантов поздравили артисты якутской эстрады, а номинанты конкурса показали свои визитки. Наши семьи сегодня представили свои визитные карточки. И что отрадно, ежегодно наши семьи, победители регионального конкурса, они также становятся и победителями на всероссийском конкурсе «Семья года». И вот наши семьи, это семья из Момского района, кочевая семья Соловьевых и молодая семья Владимиров, за которую голосовала в номинации «Народная симпатия» вся республика, они одержали победу и на федеральном конкурсе. Популяризация семейных ценностей стала одним из главных направлений в этом году. Отметим, что семейные конкурсы, проводимые в республике, способствуют развитию семейных традиций. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск. В Якутске объявили победителей 19-го республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии». Конкурс, стартовавший в 1999 году, призван сохранить и популяризировать историческое кинонаследие республики. В этом году на государственное хранение поступило 1600 единиц аудиовизуальных документов, из которых 25 отобраны для участия в финале. Главной задачей конкурса стало принятие мер для предотвращения утери неоправданного уничтожения кино-видеоматериалов как неотъемлемой части культурного наследия республики, представляющей интерес для будущих поколений. Во-первых, ценность именно данного конкурса в том, что многие наши районы, так вообще жители нашей республики, они присоединяются именно к этому конкурсу, участвуют, да, и это главное культурное наследие нашей республики. Благодаря этому конкурсу передается на хранение нашему аудиовизуальному центру. Потому что многие видео, кинодокументы хранятся в частных коллекциях, да, и в районах, на слегах республики. Новый год всегда особенный праздник, который не только дарит радость, но и хранит память народа и обычаи предков. Люди, рожденные в советские времена, испытывают ностальгию по прошлому, особенно в предновогодние дни. И Нерюнгринский музей в связи с этим по традиции подготовил интересную предновогоднюю программу для жителей и гостей района. Старый добрый Новый год. Советские экспонаты в музее позволяют заглянуть в прошлый век и увидеть, как отмечали этот праздник в СССР. Старшее поколение вспоминает свое детство, а молодежь погружается в неповторимую атмосферу советских лет. Воссоздали образ квартиры, да, городской, которая готовится к встрече Нового года. Также у нас проходят
активно мастер-классы, в которых участвуют все школы практически Нерюнгринского района по изготовлению новогодних игрушек. Еще одно мероприятие, очень важное для нас, 5-й раз будет проводиться онлайн-битва елок, которая пользуется большой популярностью у жителей нашего города. Посетители музея могут подготовиться к предстоящему празднику самостоятельно, смастерив игрушки, украшения и предметы декора. Сегодня дети, участники мастер-класса, создают новогоднего гномика. С виду кажется, что все очень легко. Состоит в основном игрушка у нас из ниток и картонных лекал, материалов. Но на самом деле мы столкнулись с такой проблемой, что дети не умеют у нас завязывать даже узелки некоторые. Вот. Но результатом уходят все довольные. Мы, конечно же, все показываем, рассказываем, объясняем, помогаем. Результатом все очень довольные. Вот. И все несут, говорят, будем дарить маме на Новый год. Впереди еще не один мастер-класс в программе музея. Елка добра и подведение итогов елочного батла. Все то, что позволяет с головой окунуться в зимнюю сказку. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Накануне очередного и долгожданного турнира по профессиональному боксу «Вызов Севера» состоялась традиционная битва взглядов. 14 спортсменов встретились лицом к лицу между собой. Уже 14 декабря они сойдутся в 7 весовых категориях. Турнир станет настоящим подарком для всех любителей профессионального бокса. На ринге Центра спортивной подготовки «Триумф» сойдутся спортсмены из Якутии, Новосибирска, Таиланда, Зимбабве и Узбекистана. Откроет турнир поединок между чурапчинцем Николаем Макаровым и нюрбинцем Николаем Матвеевым. По спортсменам, да, у нас заслуженный мастер спорта, именитый самый спортсмен вот последние десятилетия, это Василий Михайлович Егоров, наш будет боксировать. Также не знающий поражения якутский бриллиант Петр Васильев будет выступать. И не знающий поражений из Сунтара у нас парень есть, Варламов Михаил, из клуба «Панчер». Они будут выступать в разных весовых категориях, но кто-то с иностранцем, кто-то будет оспаривать титул чемпиона России. Петр будет защищать. В Якутске проходит первенство республики по баскетболу 3 на 3 среди юношей и девушек по 4 возрастным группам. Участие в соревнованиях принимают 46 команд школ республики. Матчи проходят в стенах спорткомплекса «Стерх», где и побывал наш корреспондент Тимур Калмогоров, который расскажет нам самые интересные подробности этого первенства. За первенство по баскетболу пришли побороться сильнейшие команды из 11 районов республики. Матчи проходят среди юношей и девушек 2007-2013 годов рождения. Среди фаворитов на сегодняшний день команды Нерюнгринского, Ленского, Мирнинского районов, а также представители города Якутска. Так, в возрасте 2008-2009 выступает Вадим Анфиногенов, выступавший в стритболе на последних играх «Дети Азии». Первый матч у нас в подгруппе попался с городом Мирным. Игра была достаточно тяжелая, потому что команда представляет собой большую угрозу для нашего города. Они неоднократно занимали призовые места на различных республиканских соревнованиях. Но с трудом и нашей общей сплоченностью мы смогли удержать победу со счетом 10-6. Особенность баскетбола 3 на 3, в отличие от классического 5 на 5, кроется в деталях. Самое главное то, что матч проходит лишь на половине поля, на одно кольцо. На атаку выделено всего 12 секунд, и первая команда, набравшая 21 очко, побеждает. Тем самым игра проходит максимально динамично. Чуть жестче контакт в данном виде спорта 3 на 3. Ну и темп быстрее, потому что вот в игре 5 на 5 ты можешь бежать с командой и чуть отдышаться, а тут у тебя ни одной свободной секунды, и каждое малейшее движение решает ход игры. Тренер намской сборной отметил, что участие в данном первенстве – это важный опыт для ее участников. Для детей это, как и сказал, да, эти соревнования являются такими главными в нашей республике, первенство 3 на 3. Первенство республики получается, да, из разных уголков нашей республики все приехали. Очень много команд, то есть, приехало. И охват детей очень большой. Ну и дети на соревнованиях как бы и смотрят другие уровни, вообще как играют другие команды и так далее. Матчи среди команд будут проходить до конца этой недели, где выявят лучшие сборные республики среди юношей и девушек.
Тимур Калмогоров, Айлита Махно, Якутск. На этом пока все. Таким мы видели этот день наши корреспонденты. До встречи в дальнейших эфирах.